старому не надо возвращаться, ну как мир эволюционирует. Ну, актуальности нету, он мало кому интересен. Вот я 2 года готовился, была выставка. Кропотливая работа занимала немало времени. Передать дух предков и знания, которые в нашем искусстве заложены. Зовут меня Цамаз Дауров. Занимаюсь созданием орнаментов национальных, современных. На их основе делаю графические картины. Также занимаюсь разработкой принтов для футболок, стикеров, открыток. Фред Асбетанти. Так занимаюсь физической и аланской культурой. Все мои группы, которые есть, они посвящены физической аланской культуре. Также творчеством делаю, подготавливаю национальное искусство. Ну, начал случайно, просто в свободное время смотрел какие-то работы разных художников. И просто в моменте понял, что есть желание тоже попробовать. Буквально на следующий день взялся за это. Пробовал, где-то дней через 10 появилась какая-то такая уже, можно сказать, картина, которая может из себя представлять что-то. Ну, по итогу я уже понял то, что можно еще дальше продолжать. Ну, это все на уровне увлечения было. Я еще тогда серьезно это не рассматривал. Ну и вот где-то в течение года я вот так в свободное время рисовал. Если так в общем брать, там около 8-9 картин получилось. В принципе, это небольшой объем, но так как они из мелких деталей состоят, кропотливая работа занимала немало времени. Я узнал, что наши могильники наших предков, как сказать, где-то в Британии, в Эрмитажах грабят, и мне очень было неприятно, хотя восхищался всегда искусством наших предков и поставил себе цель подготовить вот именно на тему скифское золото. И суть была в том, чтобы передать все знания, которые там заложены. Суть не в том, что у них это золото есть, с этого они ничего не возьмут, а передать дух предков и знания, которые в нашем искусстве заложены. Вот я 2 года готовился, была выставка. Ну и с тех пор также я создал свой проект «Аланское наследие» для развития национального искусства. У меня в планах было создать центр скифа Сармата аланского искусства и развития. Суть в том, чтобы как можно больше передать знаний на стене. Это символика, знамена наши древние. Это разные вариации солярных символов и знамен. Основной интерес у меня всегда вызывал орнамент разных народов и какие-то графические работы. Они, в принципе, нравились мне по содержанию, по смысловой нагрузке. В принципе, и остинский орнамент тоже в этом плане заинтересовал. Какие-то мотивы интересные были, и, само собой, свое ближе. Заинтересовался, решил попробовать. Со временем уже, когда стало получаться, уже и реакция какая-то была у наблюдающих людей, творчество, то, что интерес есть. Я уже начал как-то более серьезно подходить, уже доставать какие-то там
доставать информацию какую-то, чтобы как-то более схоже это было именно вот с основой остинской традиции орнаментальной. Во всех моих изображениях основной символ – это солярный символ. В тайной доктрине Блаватской космогенезис описываются древнейшие символы, которые шли последовательно в эволюции. Это круг, что символизирует бескрайний Всевышний разум, потом в центре круга точка, потом в круге горизонтальная линия, потом горизонтальную линию пересекает вертикальная линия. Потом круг отпадает и остается крест. И потом четырехлучевой солярный символ. Точно такая же символика отражена в нашем священном обычае – 3 пирога. Точно так, как мы ставим 3 пирога, там в центре точка, и разрезаем их крест-накрест, это символизирует эволюцию. По большей части это для декора, там посуды, мебели, орудия труда, для интерьера, и в строительстве тоже использовалось. Там были переплетены еще солярные знаки какие-то, в которых уже идет прям нагрузка смысловая. Так, по большей части, это декор, это какие-то растительные орнаменты, какие-то стилизованные, заморфные рисунки животных. К старому не надо возвращаться, как мир эволюционирует, идет переустройство, и на той человек, он живой, его ограничивать никак нельзя, как пытаются искусственно сейчас ограничить, из одной иллюзии в другую, так, теряется самоосознанность, порождается слепой путь, и все проблемы от этого. В итоге остается, что проблема именно духовной культуры. Основная, наверное, проблема – это то, что актуальности нету, он мало кому интересен в связи с глобализацией. Его уже мало где применяют. Если, допустим, раньше человеку нужен был, грубо говоря, диван для гостиной, ему приходилось самому делать. Чтобы сделать его как-то красивым, он его украшал резным орнаментом. Сейчас уже ты можешь приобрести его, так и по любому предмету какому-то. Можешь это купить, не знаю, где угодно. А раньше приходилось как-то самим выкручиваться. И в таких условиях он еще как-то использовался. Сейчас этого всего нету, и и люди меньше знают о том, что есть национальный орнамент, что он себя представляет. Я думаю, что то, о чем я сказал, есть материал. Через этот материал можно рассказывать, проводить прямые эфиры, собирать молодых, тоже рассказывать, лекции проводить. Все есть, материал есть, поэтому я и свой фонд открыл, поддержку проекта «Аланское наследие» и по созданию центра скифо-сармато-аланского искусства. И на данный момент у меня свой канал, свои каналы, и я через прямые эфиры рассказываю об этом. Но этого не хватает, это именно должно быть на правительственном уровне, поэтому я жду поддержки.
Ну, перспективы, в принципе, есть, если его также использовать в интерьере. Просто это надо как-то уже интегрировать в современный дизайн, как и архитектуры, так и интерьера. Потом можно находить, не знаю, много применений новых, каких-то тенденций новых. Тоже стрит-арт, можно там его использовать. Те же самые открытки, стикеры. Ну, наверное, есть еще какие-то способы. Просто надо как-то до них дойти. Идея была такая, чтобы у нас в центре была большая Аланская башня, вот как Эйфелевая башня во Франции. Ну, то есть достопримечательность такую сделать, заодно и туристически привлекательным сделать. Ну, свое что-то традиционное, именно и с большим традиционным драконом. Дракон был всегда символом нашим, с большими воротами, символикой. И вот, как я сказал, суть этого проекта, вот там на стене сделать, у меня есть вот эти образцы, фрагменты, где я на стене дома изобразил там разные вариации солярных символов и знамен. Основная цель – это поиск новых форм, новых смыслов, новой какой-то техники, в оформлении что-то новое искать тоже. Ну, пробовать. Ну, все-таки жду поддержки от правительства, Министерства культуры. Также в Южную Осетию обращался к президенту. Ну и также сделать ближайшую выставку, выставить все свое творчество на тему «Мартовский эпос», посвященный проекту «Аланское наследие». Так как национальный осетинский орнамент имеет очень древние корни и несет в себе культурный код, мне бы хотелось вместе с вами развивать его и передавать будущему поколению. Нам нужно осознать национальное самосознание, чтобы каждый осознал. А чтобы это осознать, нужно искать свою правду в своих корнях, духовных корнях. И работать очень много для этого надо. Там есть правда, там есть свобода, и в этом есть будущее.